Біз мында мультфильмден evvel біраз шөбеленейдік. Асыл мультфильм Walt Disney дегіл соңында көрдік. Walt Disney'нің мультфильмі. Несі урметлі сейіржер, балалар мезусынан біз оле беден тербиясы мезусына кешекміз. Чүнки бір чоқ балаларымыз мектепте беден тербиясыны sevмей, дерслеріні қачыра, да doğrusu Мен sevейдім. Яқшы. Университетте де да чоқ қачыралар. Не үшін маға олы керек, не үшін мен оны япаджам, мен істемейм, о маға файдасы кетірмес, маға файдасы солacak. Ер вақыт айны сөздеріні айталар, не үшін олы ола. Менің фікіріме көрем, insanlar өз бедені ақында түшінмейлер ве келешекте олы сағлам, олы сағлықына диқат айырмайлар. Бұл doğru değil. Ve bu cümleden bizim stüdyamızda misafirler bulunalar. Doğru айтасыз. Biz onlarla tanış olduk. Şimdi sizlerge tanıştıracağımız. Ama bundan evvel ne айтмаға isterdim. Onlar bugün sizge daha bir kere anlatacaklar. Ne kadar mühim öz beden terbiyesini yapmağa, sağlığınızға диқат айырмаға. Келіңіз таныш olayıq. Doğru sözlerini айтасың. Bu insanlar вақыт bizim sağlığımız için күрешелер. Böyle insanlardan birisi Елена Райхель İdmancı olarak teşrif buyurdu ve Ленур Зинеддинов İdmancı. Селям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Как началось сегодня ваше утро? Утро началось с хорошего настроения и плотного завтрака прежде всего. Снег же выпал. Откуда хорошее настроение? Пробки по городу. Откуда оно? Всегда с позитивом. Мы любим снег, например. Я очень люблю зиму. А завтрак всегда должен быть плотный. Это самый важный прием пищи утром. А если кто-то не успевает утром завтракать, что вы думаете? Надо вырабатывать правильные привычки. Да. Ага, это хорошо. А вообще, вот, например, просыпаться утром лучше по будильнику или как-то надо тоже себя натренировать на то, чтобы утром проснуться самостоятельно? Но, как показывает опыт, человек способен привыкнуть к тому, что если мы живем в режиме, то и организм наш способен перестроиться к этому режиму. Если мы привыкли просыпаться каждый день в 7 утра, то неосознанно организм дает нам сигнал за 5-10 минут до 7 утра, и мы просыпаемся без будильника. Настраиваем таким образом Да, биоритм. биоритмы, да. Может, все-таки вы нам сегодня расскажете поподробнее, чем вы занимаетесь, где вы работаете, что входит в ваши обязанности? Все это интересно на самом деле. Мы работаем в фитнес-центре Strong Gym. Занимаемся мы тренерской деятельностью, тренируем персональных клиентов, также других людей, которые хотят заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Вот. Помогаем стать лучше. Вот фитнес-тренер, да? У вас общее, вот как-то сказать, общем, одинаково все упражнения или по разным категориям вы делитесь? Ну, как правило, для каждого человека, скажем так, для новичка, да, существует особая программа «Вводная тренировка». Вот, поэтому мы ознакомливаемся с человеком, мы смотрим на его способности, что он может. Опять-таки, это возрастная категория. Вот, и исходя из физических данных, а также от его целей, мы составляем индивидуальную программу тренировки. Все-таки все люди разные, у всех разное телосложение, и от этого тоже много зависит. У всех разная генетика, кто-то предрасположен к набору массы мышечной, кто-то нет. Также зависит от того, готовится человек к соревнованиям или просто хочет поддерживать себя в форме. От этого тоже зависит, какая будет программа тренировок. То есть в вашем фитнес-центре, да, преимущественно это простые люди, да, которые там не готовятся к соревнованиям, или есть тоже спортсмены? Не обязательно, разная категория людей. Есть у нас также тренируются, готовятся к соревнованиям спортсмены, профессионалы. В дальнейшем у нас будет больше возможностей тренировать таких спортсменов, и их самостоятельные тренировки. У нас открывается новый зал, ну, то есть мы становимся в 2 раза больше. В цокольном этаже открывается помещение, столько 300 квадратных метров. Оно ориентировано больше на профессионалов, там будет больше свободных весов и другого профессионального оборудования.
Мгм. А говоря о профессиональных спортсменах, сейчас мы упоминаем именно людей, которые занимаются как профессиональным спортом, именно бодибилдингом или другими видами Нет, спорта? не тоже? обязательно. Любой спортсмен любой категории найдет в нашем зале место для себя, то есть чем заниматься. Пауэрлифтеры, армспортсмены, другие силовые виды спорта, также фитнес-спортсмены, бодибилдеры. Они все могут у нас заниматься, оборудование позволяет привести себя в лучшую форму. Это современное оборудование. При открытии и на данный момент у нас одно из самых лучших оборудований в Симферополе. Ну и само собой грамотные тренера. Да. Как я знаю, что у вас есть такие вечера, кому не спится, могут к вам пойти и заниматься. Да, практиковать. Почему такая программа? Но Для чего она? Да. Для чего очень многие люди, которые не успевают в течение дня, в зависимости от своих возможностей, да, кто-то работает и так далее. Вот есть очень много, допустим, девушек, которые, в принципе, мамочек не могут посетить, есть мужчины, которые работают днем и могут только во второй половине дня или же вечером посещать наш зал. Поэтому ориентировано на ту категорию, которые не могут позволить себе это днем. А почему до утра? А вот есть желающие. Если Да? есть желающие, значит, нужно идти Подождите. навстречу. Ну, хорошо, то есть они могут позволить прийти заниматься ночью, да? Да. Но объясните, пожалуйста, в чем смысл заниматься ночью? Вот мне просто интересно, Ну, если у польза... людей раньше разный совершенно график. Кто-то работает днем, а ночью отдыхает, или кто-то днем отдыхает, а ночью работает. Также люди До делятся работы на приходят. жайворонок и сов. Вот поэтому у всех разное. Ага. Вот, допустим, я занимался некоторое время ночью, то есть с 10 до 2 ночи. Особенно, когда был пост, Рамадан, мы занимались ночью с другими спортсменами. И нормально себя чувствовали. Ну, так как мы днем не могли заниматься из-за того, что мы не ели, не было достаточно энергии, вот, мы после ужина, то есть после ифтара, через 2 часа начинали тренировку и спокойно себя чувствовали нормально. Совершенно на организм никак это негативно не влияло. Да, все очень индивидуально. То есть нет такого ограничения, что можно заниматься только в определенное какое-то время суток. А вообще, вот, то есть для человека, который и днем работает, да, и вечером занимается. Вот мне просто интересно, я в свое время читал, что вот при подготовке к фильму «Росомаха» Хью Джекман просыпался ночью и занимался еще. То есть помимо того, что он занимался днем, он еще занимался ночью. Вот просто я хочу понять специфику и полезность того, что вот человек ночью просыпается и Это тоже... зависит не от того, что вот он просыпался именно ночью занимался. Существуют определенные программы тренировок. Опять-таки, если он это делал, у него были какие-то определенные цели, у него была программа тренировок. То есть это предполагалось, что ему необходимо было в сутки занятия 2 тренировки проводить. Да? То есть на кого это рассчитано? Это рассчитано на профессиональных спортсменов, которые приводят себя в надлежащую форму для каких-то определенных целей, соревнований и так далее. Поэтому там режим более жесткий, тренировок больше, диета строже, вот, и поэтому это вот именно с этой точки зрения. Ну, судя- Для обычного человека как бы достаточно, в принципе, занятия спортом 3 раза в неделю, то есть для начала этого вполне достаточно. Естественно, далее вы начнете заниматься, вы почувствуете потребность развиваться дальше, больше еще, вы можете заниматься 4 раза в неделю. И, конечно же, если вы подведете себя к каким-то соревновательным формам, вы начнете заниматься еще более интенсивно. То есть этого уже мало. Почему это делается? Потому что мышцы приходят к какой-то форме, идет привыкание, и нужно нагрузку менять для того, чтобы был прогресс. Вот. А Ну, питание? человек ко всему привыкает, организм адаптируется к любым нагрузкам. То есть вы постоянно одним весом не сможете работать под одной нагрузкой. Ее нужно постоянно увеличивать, наращивать. И это просто требует организм. По-другому не будет. А вот в какой момент человек понимает, что именно уже нужно увеличить вес? В тот момент, когда он не чувствует нагрузки, сопротивления. То есть, если вы работаете на примере любого упражнения силового, если вы не чувствуете нагрузку, совершенно в легкую его делаете, тогда нужно увеличить нагрузку, добавить веса какие-то или сопротивление.
Интересно. Гульджан, тут вот сейчас питание интересует, да? Вот. Да, вот добавки, биодобавки, это полезно или вредно для организма? Ну, давайте разберемся, биодобавки или спортдобавки. Ну, давайте мы Биодобавки про это немножко спортивное другая питание больше категория. поговорим, да, уже, раз мы затронули тему питания. Спортивное питание. Что вредно, что полезно? Многие Ну, говорят, что вредно. Смотрите, что вредно. Вредно тут нету. Спортивное питание, иногда без него мы просто не можем, потому что оно заменяет нам большое количество еды. Допустим, элементарные незаменимые аминокислоты, витамины, БЦА. Это самое простейшее, что есть в спортивном питании. Мы не можем его получить из еды естественным образом. То есть нам нужно 10-15 килограмм еды съесть, Можем, но допустим. не в том Да, количестве. чтобы получить эти витамины, количество нормы в день. Поэтому мы используем спортивное питание, уже концентрат витаминов. Вот. Почему это делается? Потому что физическая нагрузка увеличивается, и организм необходимо поддерживать. Для чего? Для того, чтобы наши мышцы развивались, а не наоборот, да? Чтобы не происходил процесс Катаболизма, да. Ага. А если прекратить употреблять, Это то же самое, если прекратить заниматься спортом, что с вами произойдет? Обратная Вот реакция. представьте, да? То есть на какой-то период вы будете в форме, вы дадите слабинку, вы расслабитесь. Естественно, потом пойдет сбой в питании, вы начнете кушать, и пойдет обратный процесс. Вы вернетесь к тому, да, от чего ушли, как говорится. Мгм. Интересно, на самом деле. А возвращаясь к теме спорта, да, и вот различных видов спорта, спортсменов, которые к вам приходят, интересует, насколько все оборудовано? То есть вот, например, да, то есть мы понимаем, что есть гриф, есть блины, которые на этот гриф одеваются, и можно заниматься там, я не знаю, жимом и прочими. Тяжелая атлетика, да, например, если мы возьмем. Ну, тяжелая атлетика, допустим, трайборы или пауэрлифтинг. А сейчас у нас есть силовые рамы, достаточно крепкие для того, чтобы выдержать штанги грузом 200 килограмм и больше, 220, 40, 50. Это рамы, это которые... Ну, для силовые приседаний. рамы, да, для приседаний, для становой тяги. Также у нас вот при открытии у нас будет дополнительное профессиональное оборудование для профессионалов, будет помост для пауэрлифтеров и другие такого рода устройства и тренажеры. Мгм. То есть можно будет уже смело ронять штангу? Да, можно Да, и будет кричать, кричать, да. ронять, там будет. Помост это специальное устройство. Самоизоляция. Помост специальное устройство, оно не разбивает пол, то есть штанга при падении. Там специальная пружинистая основа, вот, резиновая. Поэтому штанга амортизирует и не ломает ничего. Сколько людей у вас работает? Интересно. Тренеров, Да. Да, тренеров. ну, около 5-7 человек. Ага. Каждый день новый человек, да? Или- Нет, мы все практически одновременно работаем. У некоторых разный график. Кто-то работает через день, кто-то работает каждый день с каким-то одним или двумя выходными. Кто-то работает полдня, там, с обеда до вечера или с утра до обеда. Также есть у Тренер в нас зале есть всегда. да, дежурный тренер у нас есть. Он с открытия до закрытия у нас есть дежурный тренер обязательно, чтобы следить за порядком в зале, чтобы никто не остался без внимания, чтобы техника соблюдалась, никто не травмировался. К чему это ведется? Даже если у вас нет возможности купить абонемент с тренером, вы можете прийти в зал, и мы вам поможем, расскажем, объясним без проблем. А что нас еще ожидает? Как я знаю, у вас открывается еще спортзал, да? Да. Ну, мы становимся в 2 раза больше. Еще один зал дополнительно открывается. Там будет много всего интересного, будут сюрпризы. Будет кроссфит-зона, зона для жима, для пауэрлифтинга и другие тренажеры. И обо всем мы не будем рассказывать. Это чтобы осталась Да, интрига, чтобы люди чтобы было захотели. интересно. Открытие когда? 25 20. декабря в 4 часа дня. Приходите. Ждем вас обязательно. Приводите друзей. Будет интересно. Будут подарки, розыгрыши, сюрпризы. Пойдем. Вот, кстати, интересует большинство фитнес-центров и подобного рода заведений, да, у них зачастую при фитнес-центре есть как маленький магазинчик. Магазин чего? У Спортивного нас спортивного есть фитобар. есть у нас, да. Фитобар. Да. А фитобар, вот можно немножечко поподробнее, что вот входит в фитобар, то есть основные его цели, задачи?
Или это нужно отдельно Но, человека пригласить? допустим, который нет, после тренировки каждому спортсмену требуется, допустим, протеин или витамины. Кто с собой, допустим, забыл взять или еще не приобрел, может взять коктейль протеиновый или коктейль БЦА, чтобы употребить его после тренировки, Пополнить свои силы. Да, заполнить углеводное окно. Вот. Также есть у нас гейнеры и предтренировочные комплексы. Предтренировочные комплексы, естественно, принимаются перед тренировкой за полчаса где-то. Вот. Интересно, значит, Также- все важно, да? Да, все важно, абсолютно нужно. Встречает с кофе, провожает с кофе. Это у нас встречают с кофе, провожают с кофе, а людей тоже. с спортивным питанием встречают. Вот. Это все Протеином, заметно, понятно. А на самом деле очень интересно. Мы надеемся поприсутствовать у вас на открытии 25 Обязательно вас декабря. да. ждем. Сейчас вот в завершении нашей беседы хотелось бы, чтобы вы пожелали то, что у вас есть на душе, нашим телезрителям. Значит, скажи. Ну что хочется пожелать? Хочется пожелать здоровья. Заботьтесь о себе, любите себя, цените себя, свое время. И помните, что любая цель, любая мечта, она должна быть достигнута прежде всего и всегда. Ставьте цели, идите к ней и не сворачивайте на своем пути. Никогда не ищите отмазок, всегда находите для себя время. Кто говорит, что времени нету, это неправда. Нужно идти к цели и добиваться ее. Учитывайте то, что ваше тело, оно должно быть здоровым, ваш позвоночник и другие мышцы, другие суставы должны быть всегда в хорошей форме. Вот. Следите за своим здоровьем, будьте в форме. Приглашаем вас в наш фитнес-центр. Всегда вам рады, новым клиентам, никто не останется без внимания. Также напомним, что 25 числа в 4 часа дня у нас будет открытие второго зала. Мы становимся в 2 раза больше, работаем больше 12 часов, практически 17 часов. Любой может найти график и время построить так, чтобы потренироваться. Также у нас бывают экспериментальные пробные тренировки ночные, как уже были. Пожалуйста, ходите. Алла разы olsun. Спасибо огромное. Урметлі сейерчілер, біз яйнымыздың девам етеміз. Огде ең мерақлысы асыл нені айтмаға істерінің бұл мевзуны біз девам етежекміз. Спорт мевзусын, беден тербиесі ве сағылық мевзусыны девам етерек. Біз невбеттекі рубриканы тақдим етеміз. Анда сізні айны... Маға істер едім. Яқшы. Бұл спорт ақында айтқанымда, мен бұл спорт залға бардым, азиз телесерділер. Анда бөлі ажайып инсанларнен бірінші оларақ инсан спорт залға келсе, ненен оғрашқанын сізні таныш етежем. Бұйырыңыз.